Пешаваре, на северо-востоке Пакистана, несколько официальных лиц заявили на пресс-конференции о свидетельствах масштабного манипулирования на выборах в местные органы власти, состоявшихся здесь 30 мая. Среди чиновников, выступивших с такими обвинениями, представляющий одну из правящих партий министр здравоохранения провинции Хайбер-Пахтунхва, центром которой является Пешавар. В последние дни местные сторонники самых разных партий организовали многочисленные акции, протестуя против, по их мнению, махинаций на выборах. Прошедшие в провинции выборы привели к многочисленным столкновениям и инцидентам, в результате которых не менее 20 человек погибли и почти 50 были ранены. Здесь же, в Пешаваре, завершились трехдневные спортивные состязания, названные «Играми мира». В них приняли участие около 1000 представителей 7 регионов расселения племен в стране, а также музыканты и танцоры, выступившие на церемонии закрытия игр. В столице Грузии Тбилиси врачи оказывают помощь 11 студентам вузов и одному преподавателю, обратившимся к ним в связи с неустановленным пока заболеванием, симптомами которого стали головокружение, слабость и тошнота. 6 студентов пришлось госпитализировать, а их учебное заведение временно закрыть, пока власти расследуют характер заболевания. Пока состояние всех заболевших оценивается как стабильное. В Таджикистане объявлен в международный розыск бывший руководитель элитного полицейского подразделения, примкнувший к боевикам террористической организации, называемой Исламским государством. Генеральная прокуратура в Душанбе объявила, что бывшему руководителю таджикского ОМОНа Гулмуроду Халимову инкриминируется государственная измена, а также незаконное участие в военных операциях за рубежом. На одном из пропускных пунктов казахско-киргизской границы болельщики приветствовали участников 10-дневных международных автогонок по региону Центральной Азии. В ней принимают участие 20 экипажей, а маршрут пролегает через Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Организаторы состязания заявили, что оно нацелено на продвижение как развития транспортного сообщения, так и более широкого сотрудничества 3 стран.